Мастер-класс от сыктывкарских волонтеров. Эти лоскутки могли оказаться на полигоне, но из них получаются вполне милые куколки. С 2020-го эти экоактивисты дарят вторую жизнь вещам. Часть из них отправляют на переработку, львиная доля продолжает приносить пользу. Мы, в принципе, даем вещам вторую жизнь. То есть мы стараемся сделать так, чтобы вещи работали, служили дальше. У нас берут рукодельницы эти вещи, их перешивают, переделывают. Берут театры для костюмов, например. Перешивают для нужд СВО, делают жилетки, пояса теплые, варежки, стельки и так далее. Сегодня в Коми 28 пунктов приема вторсырья. 6 из них как раз и организовано такими экоактивистами. А еще по дорогам колесит экомобиль. И все же основной объем вторсырья приносят вот на такие контейнерные площадки. Правда, подключились к этой работе далеко не все муниципалитеты. А именно власти на местах должны взять на себя организацию раздельного накопления отходов. Здесь я хочу привести пример город Ухту, где охват составляет 100%. То есть там полностью создана инфраструктура для раздельного сбора отходов. Буквально осталось там 25-30 контейнеров поставить, и будет 100% охвата. То есть потребность полностью по Ухте закрыта. По Сыктывкару, поскольку город больше, население больше, ситуация немножко отличается, но вот работа в этом направлении ведется. В прошлом году поставили 100 контейнеров сетчатых для сбора пластика. Сегодня в Коми свыше 400 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Здесь жители региона оставляют два самых распространенных вида вторсырья – пластик и макулатуру. Практически весь объем перерабатывается в Коми. Организован вывоз даже из труднодоступных районов. Они накапливают определенные партии и далее по мере возможности отправляют их либо в Ухту, либо в Сыктывкар. Соответственно, вот такая сложная, достаточно сложная логистика, но она ведется, накапливается, бывает до года. И вот когда появляется зимник, если говорить про Инту, отходы вывозятся в Ухту, а далее в Сыктывкар. 205 тысяч тонн отходов в год образуются в Коми, и пока большая часть уходит на полигон. Только современные мусоросортировочные комплексы и осознанный подход к раздельному сбору отходов смогут изменить ситуацию. Виктория Палкина, Вадим Каблов, телеканал Юрган.